135 транспортных средств нелегальных перевозчиков арестовали в Башкортостане в прошлом году. По этому показателю республика на втором месте в стране после Москвы. Обсудим борьбу за безопасность пассажиров прямо сейчас в программе «Интервью». Сегодня вместе с нами Сергей Мережко, начальник Западноуральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли, очень давно вас ждали. Итак, давайте обсудим сначала итоги прошлого года и с какими результатами мы вошли в 2021 год. Ну, вы только что озвучили основные итоги, да, это которые вы сказали, 135 арестов нелегальных транспортных средств. В общем-то, это довольно серьезный показатель, но меньше, чем за прошлым году. Это говорит уже, что период прошлого года уже был минимизирован по нелегальным перевозкам. Вот. Но в этом году мы также начинаем и начали с января месяца проверки транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. И, конечно же, показатель того, что за этот период всего 5 арестов, это, конечно, говорит о том, что их все меньше и меньше. Но характерно еще отметить, что из прошлогодних арестованных транспортных средств у нас 30 это легковые такси, которые сейчас начинают, к сожалению, подменять транспортные средства автобусы. Вот. И для того, чтобы цивилизованно работал рынок, то есть автобусы это автобусы, такси это такси. Мы сейчас плотно работаем совместно с правительством Республики Башкортостан, с Министерством транспорта, с ГИБДД по Республике Башкортостан по наведению в этом направлении тоже порядка, для того, чтобы пассажиры ездили в первую очередь безопасно и с комфортом. Поэтому продолжается работа и по аресту, в том числе легковых такси. Вот из 5 арестов у нас 3 легковых такси. Если мы говорим в целом по безопасности пассажиров на общественном транспорте, да, то на какие акценты вот вы делаете работу? Точнее, работа по каким акцентам строится? Ну, в первую очередь, это, естественно, соблюдение лицензионных требований. А соблюдение лицензионных требований это приводит к безопасному и качественному предоставлению услуги по перевозке пассажиров. Вот, конечно, второстепенная задача, это уже на сегодняшний день, почему второстепенная, потому что она практически локализована. У нас это наличие свидетельства на маршрут и карты маршрута при перевозке пассажиров. То есть именно, чтобы чисто нелегальных перевозчиков не было. Ну и, конечно, совсем уж, так сказать, полностью нелегальный перевозчик, это тот, кто работает без лицензии, как таковой вообще. Вот таких тоже практически нет. Но в прошлом году порядка 20 нами было выявлено и привлечено к административной ответственности. Совет пассажирам, что выбирать, легального перевозчика или нелегального и почему, Сергей Николаевич? Ну, конечно, легального перевозчика, который официальный оператор официального маршрута. Почему? Первое, это, конечно, безопасность перевозки, потому что официальный оператор, он несет ответственность не только по соблюдению лицензионных, значит, требований, да, лицензионного законодательства, но и транспортного законодательства. Нелегальный перевозчик, как правило, избегает этого, минимизирует свои затраты на проведение предрейсового, послерейсового технического осмотра, медицинского, ну и так далее. Вот, под видом заказных перевозок пытается осуществить регулярные перевозки. Но вы же понимаете, минимизирует, демпингует цену на билет, который продает. И, конечно же, пассажир выбирает иногда за счет того, что билет, ну, как таковой билет еще тоже под вопросом, потому что проезд, так скажем, более будет, наверное, точно, проезд от точки А до точки Б более дешевый. Но потом к нам приходят с жалобами, что автобус сломался, никто никого не довез, бросили посередине пути, чуть не в поле. Да? И вот это одна сторона. Вторая, самая основная сторона, что все обязательно страхуют свою гражданскую ответственность при перевозке пассажиров. Это обязательно страховые выплаты в случае каких-то наступлений, значит, дорожно-транспортных происшествий, да, либо падения пассажиров. Но для того, чтобы доказать, пассажиру необходим, естественно, билет, который является уже договором по оказанию услуги по перевозке. Поэтому билет он просто необходим. Поэтому вот. Такая экономия, она в конечном счете не Она выгодна. может выйти боком, да, потому что, вы знаете, к сожалению, ДТП случаются, к сожалению, гибнут люди и травмируются, и очень сильно травмируются. Но чтобы получить страховые выплаты, необходимо еще доказать, что там именно была предоставлена услуга по перевозке. А это билет в первую очередь, поэтому оно все взаимосвязано, понимаете, билет. Он же ведь выдается как раз-таки тогда, когда в основном производится, во-первых, безналичный расчет с применением контрольно-кассовой техники. И даже за наличный, но все равно расчет должен производиться в выдаче билета. Значит, сейчас мы проводим совместные рейды с налоговыми органами по пресечению вот таких фактов, где не используется контрольно-кассовая техника,
где не принимаются для безналичного расчета карты. Ну, вы знаете, было очень много жалоб на этот счет. Ну, вот, то есть совместные рейды, где мы проверяем транспортное законодательство, налоговые инспектора проверяют соблюдение налогового законодательства. Это же очень все объяснимо. Ну, понятно, когда не применяется контрольно-кассовая техника, здесь, естественно, не только страдает сам пассажир, да, но и страдает и бюджет, который не получает ту налогооблагаемую базу, который должен получать. Естественно, это в тень уходят налоги, но оплата работы водителем в том числе должна производиться, естественно, нанимателем, ну, в частности, допустим, перевозчиком, да, лицензиатом. Вот. Но это бывает, к сожалению, когда водители не трудоустроены. Хотя трудоустройство, согласно лицензионному законодательству, оно обязательно. И если водитель не трудоустроен, то это нарушение лицензионных требований. И когда мы выявляем, сами применяем административные штрафы, и в том числе передаем в инспекцию по труду. Ну и вы понимаете, если водитель не трудоустроен, то нанимателю приходится где-то вытаскивать деньги для того, чтобы с ним рассчитаться. Поэтому вот это все очень здорово, что руководство республики очень серьезно к этому относится. И сейчас стоит очередная задача по наведению порядка. После того, как нелегалы были практически убраны с рынка Республики Башкортостан по перевозке пассажиров. И вот второй этап – это вывод из тени вот той экономической составляющей, которая прячется. Вы сами водители, кстати, тоже в большом плюсе, когда все прозрачно и открыто. То есть они получают зарплату. У нас были случаи, когда поступали жалобы от водителей, что договор на транспортное средство там буквально за 1000, за 1500, а заработная плата вообще нигде не оговаривается. А потом наниматель не платит ему деньги, и он не может никакие меры законодательно предусмотренные применить для того, чтобы свою заработную плату получить. И вот есть такие, к сожалению, тоже примеры. Вы уже упомянули кассовые аппараты, которые должны использовать водители автобусов общественных. Да? Много ли здесь нарушений? Это первый вопрос. А второй вопрос. Насколько суровые наказания и чаще выписываются уже штрафы? Вот там они доходят до десятков тысяч рублей. Да? Водитель может получить 10 тысяч рублей, если не выдал билет. 10 тысяч, юрлицо там, по-моему, до 100, я могу ошибиться. И либо это предупреждение. 30 тысяч, ну, предупреждение тоже, тем более был мораторий, довольно-таки долго было дано время на то, чтобы людям сориентироваться, предпринимателям уже научиться, в конце концов, применять контрольно-кассовую технику. И, в общем-то, вот этот период, он довольно был длительный. Сейчас, да, штрафные санкции налоговые инспектора накладывают, 10 тысяч на водителя, 30, ну и проценты от суммы, но это больше к магазинам отходит, здесь, если небольшие стоимости проезда. Вот, здесь до 30 тысяч на юридических лиц. И что самое характерное, в общем-то, за повторность там предусмотрено вплоть до приостановки деятельности предприятия. До 90 суток, До 90 суток, да. Сергей Николаевич, глава Башкортостана Ради Хабиров сделал заявление, что переговоров с нелегальными перевозчиками больше не будет. Как вы оцениваете такую позицию? Ну, она жесткая, она жесткая, но правильная, абсолютно правильная. И я повторяюсь, на сегодняшний день те задачи, которые ставил глава республики перед практически вот всеми в этой сфере органами исполнительной власти, они выполнены. И в дальнейшем сейчас просто уже идет работа по поддержанию этого порядка. Хорошо. А какая сумма выписанных штрафов по итогам прошлого года и вот, может быть, начала года? Уже есть данные. Ну, в общей сложности с начала года у нас выписано на 4 миллиона с лишним штрафных санкций. За прошлый год было выписано порядка 25 миллионов. Угу. Как вы оцениваете межведомственное сотрудничество в этой борьбе за безопасность пассажиров? Очень плотно и хорошо мы работаем с ГИБДД Республики Башкортостан. Полное понимание и вы видите эффективность этой работы. Сейчас взаимодействуем в том числе с налоговыми органами Республики Башкортостан. Вот, всегда тоже в полном взаимодействии с Роспотребнадзором, где предоставление некачественной услуги тоже, в общем-то, материалы мы передаем. И они рассматриваются, эффективно рассматриваются. Инспекция по труду. Вот, и сейчас разработана дорожная карта, практически утверждена уже, где мы будем совместно с Федеральной антимонопольной службой вот пресекать те нелегальные перевозки легковыми такси, которые встают на маршруты и создают нездоровую конкуренцию вот именно автобусам, перевозящим на официальном маршруте граждан. На одном из совещаний в феврале в правительстве Башкортостана вы говорили, что это хороший тренд обновления
парка общественного транспорта. Вот, в частности, у главного перевозчика у нас в республике Башавтотранс. Почему это важно? Ну, во-первых, вы же увидели, наверное, и сами почувствовали, что когда убрали нелегальных перевозчиков, ну, возьмем город Уфу, да, агломерация большая, пригород, может быть, тоже можно рассматривать. Вот это большое количество снующих автобусов, абсолютно, так скажем, в различном техническом состоянии, это визуально было видно, их стало гораздо меньше, ну, практически не стало. То есть, тем более, Башавтотранс обновил парк, и вы видите красивые автобусы, это лицо города, это лицо нашей республики. Вот, и я думаю, это абсолютно правильно. И плюс это, конечно же, в первую очередь безопасность пассажиров на новых автобусах. Это есть новый автобус. Вот, и, естественно, мы видим, улицы менее загружены из-за такого большого количества ранее транспорта и нелегального, и какого только угодно, да, именно при перевозке пассажиров. Это же было заполнено. Плюс эти были гонки. Сейчас это все соблюдение расписания, это все уже практически отрегулировано. Но еще остались небольшие штрихи. Я думаю, они будут доделаны. И мэрии города Уфы в первую очередь. И если коротко, рекомендации пассажирам, Сергей Николаевич? Ну, конечно же, пользуются официальными операторами. Услуги предоставляются качественно. Если какие-то замечания, всегда обращаться в наш адрес, в адрес организатора перевозки самого, и, конечно же, контрольные органы по органам местной власти, где рассматривается, там, в частности, несоблюдение расписания движения по маршруту. Вот, и, естественно, всегда брать билет для того, чтобы, ну, чтобы меньше было таких случаев, но, тем не менее, чтобы всегда доказать свою поездку в данном транспортном средстве. Спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам на интервью и все подробно так рассказали. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был Сергей Мережко, начальник Западноуральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Я лишь добавлю, что дорожные правила написаны кровью, поэтому обязательно нужно их соблюдать. И рекомендуем пассажирам использовать и брать обязательно билеты. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ. Все самое интересное в нашем эфире.